Разрешите вас ознакомить с системой образования в Республике Польша. Я буквально на прошлой неделе была в командировке. Значит, моя командировка была посвящена открытым образовательным ресурсам, использованию этих ресурсов в этой республике. Поскольку мы сейчас начинаем размещение учебников в электронном формате, применение везде открытых электронных ресурсов, использование в обучении, значит, нас пригласили изучить опыт Республики Польша. Что прежде всего поразило нас в образовании, в среднем образовании этого государства? Дело в том, что у них прежде всего надо отметить то, что обучение начинается, как вы видите, с нуля, да, с рождения ребенка. И вот, значит, у них государственные программы. Вот, школьное обучение у них начинается до школы. У них есть государственная дошкольная программа. Она включает в себя начальную школу до 7 лет. С 7 до 12 лет они, значит, обучаются. Каждые 3 года они сдают экзамен. Дети сдают экзамен. Но вот, знаете, тут такие моменты есть интересные. Дело в том, что учителя в Польше совершенно автономны. Школьные учителя, они автономны. Они выбирают, у них есть право выбора учебника. У них до прошлого года было 3000 учебников. Вот из такого количества учитель выбирает сам, по какой программе он будет обучаться. Начнем с того, что министерством утверждается стандарт образования, и этот стандарт издается в виде красивых маленьких книжечек, потом мы вам покажем. Вот. Но базисный учебный план, также разработанный министерством, учитель его использует в своем обучении, как считает нужным. То есть, если в году 60, допустим, часов, вот распределение этих часов по четвертям, значит, преподавание там в неделю ставит предметы, как ему удобно. То есть учитель полностью на свое усмотрение пишет свою учебную программу, и эту учебную программу потом, значит, использует в своей работе. В начальных классах один учитель, он ведет сразу несколько предметов. И в конце вот трехгодичного периода дети сдают экзамен, значит, по предметам. Значит, у них идет польский язык, иностранный язык и математика в начальной школе. 3 предмета, которые они сдают. Причем в начальной школе это экзамен формальный, его сдают практически все, потому что тесты разработаны таким образом, что качество образования видно, тот материал, который ребенок усвоил. То есть там не ставятся оценки, оценок в принципе вообще нет. Только через 3 года можно узнать результат программы учителя. Программу, которую пишет учитель по предмету, утверждает директор школы. То есть она нигде не на высших уровнях, нигде не самое, а каждая школа имеет свою программу по тому предмету, который, значит, проходят учителя. Да? Кроме этого, еще один положительный момент был то, что экзамены проводит центр тестирования. У них есть государственный центр тестирования, который формально подчиняется министерству, но фактически министерство не влияет, вот, типа нашего центра Акселов. Значит, там разрабатываются для разных возрастов экзамены по всем предметам, и то есть независимый центр оценивает качество знаний учеников. Но это является и оценкой качества обучения. То есть учитель доказывает свою, скажем, программу, сейчас слово хочу подобрать, то есть учитель-предметник, он доказывает, что его программа лучшая по тому или другому предмету, тем, как, сколько баллов набирают его ученики. И самое главный показатель, который вот на сегодняшний день. Польша была на 24-м месте по ПИЗе. За 5 лет она попала в десятку. Она попала в десятку по некоторым предметам на 10-м месте, а по какому-то предмету на 8-м. Мы, правда, не стали уточнять. И они смеются. Население Польши 40 миллионов.
И, значит, они говорят, если бы у нас было бы как в Финляндии 5 миллионов, мы бы вообще только на первом месте давно бы переплюнули бы Финляндию бы. Вот. Настолько у них вот продвинутая эта программа. Началось все с того, что 5 лет назад они написали стандарты, собрали рабочую группу, год ее писали, год ее перевели, потом дали на обсуждение, обсуждали прям широкие слои, и эту программу утвердили, и вот сейчас по этой программе работают. Но все-таки, вот, знаете, с прошлого года министерство разработало единый учебник, вот они начали учиться по единому учебнику для всей Польши. Первый класс они в этом году заканчивают. Мы их спрашиваем, апробацию проводили? Они говорят, нет, не было апробации. А как же вы вот решили? Ну, оказывается, этот учебник, по которому они его дополнили, написали по новой, там, разработали новые рисунки, там издательство сидит в министерстве, мы видели их работу, очень плодотворно работает. Они, значит, написали этот учебник и тиражом 600 тысяч раздали бесплатно по всем школам. Плюс они его вывесили в открытых на сайте министерства. То есть открытый образовательный ресурс, совершенно на свободных лицензиях. Любой может скачать и работать с этим учебником. Да? То есть они предоставили выбор, да? Но учитель, если он уверен в своей программе, он может попросить родителей купить другой учебник, да? Допустим, по которому он обучал детей предыдущие поколения. Да? Но тут, оказывается, проблема в том, что учебники стоят очень дорого в Польше. До 200 евро комплект учебников. Это большие деньги для Польши. И поэтому они, значит... Какие большие для нас? Ну, не говорите. И вот, значит, чтобы... Учителю нужно будет приложить немало усилий, чтобы доказать, когда есть бесплатный учебник, который тем более можно скачать, не покупая, да, чем его программа лучше, чем та, которую предлагает государство. Вот в этом году мы когда их спросили, а как узнать, насколько этот учебник эффективен, да, вот эта новая программа эффективна, какой результат? Он говорит, только через 3 года. Сейчас они работают, вот мы были в этом зайце, они 2 класс уже заканчивают, уже готовят его к сентябрю к изданию, и они уверены, что будет результат хороший, потому что 5 лет они учились, у них было большое количество учебников. Вот, всего с 1 по 12 класс 3000 учебников было. И вот из этого процента они выбрали наиболее самых таких продвинутых авторов, которые большим спросом пользуются. И вот теперь они, значит, издали этот учебник, написали, и идет линейка этого автора. То есть вот они 1 класс написали, теперь 2, 3, то есть этот автор зарекомендовал. Там не один автор, там группа целая. Там учителя практики, там есть и теоретики, и из института у них есть повышение квалификации, там есть. Ну, в общем, целая группа авторов, которые разработали учебники яркие, красочные. Вот вы знаете, мы тут привезли, да, вот я могу просто вот передать, посмотреть, вот насколько они вот очень даже относятся к процессу обучения очень трепетно, да? Вот. И самое интересное, что у них 2 крупных издательства, которые издают учебники, 150 средних и очень-очень много мелких, да? То есть авторы могут свой учебник рекомендовать учителям, чтобы они его выбрали, и учителя, значит, по этим учебникам обучают детей, но пишут программу к этим учебникам сами. Понимаете? То есть вот эти 20 часов они могут в неделю, которые по одному предмету, они могут поставить в разные дни, как им удобно. Не так, как нам диктует наш базисный учебный план. Поэтому вот преимущество, с одной стороны, у Польши есть, конечно, да? Вот. И то, что вот они работают на результат, вот это вот сразу видно по результатам ПИЗа той же. Теперь по поводу повышения квалификации учителей. Значит, вот 5 лет назад у них тоже была проблема в том, что учителя не владели компьютерной техникой, да?
вот, казалось бы, продвинутое государство, но даже 5 лет назад не во всех там отдаленных уголках у них были компьютерная техника, там множительная техника. И вот они прежде всего поставили задачу обучить учителей. Начали с того, что повысили квалификацию учителей, ознакомили их, как правильно работать на компьютере, создавать свои веб-сайты, вот, и создали 10-летнюю программу повышения квалификации. Вот они только говорят, что сейчас у нас только 10 лет, а дальше вот не знаем, что делать. Ну, у них еще есть возможность подумать, потому что они только где-то на половине пути. Каждые 2-3 года они, значит, проходят повышение квалификации, причем это решается руководством школы. Школа считает, значит, директор школы, он определяет, да, кому необходимо повысить квалификацию, у кого какой-то период подошел, да, вот молодым учителям. Вообще там зарплата достаточно высокая у учителей, там очень большой конкурс на поступление в педвузы, и на место в школу попасть очень сложно. Вот, надо себя зарекомендовать, пройти стажировку, а потом только тебя возьмут в штат школы. Но дело в том, что государством заложен 1% отчислений от зарплаты учителя. Не в ущерб учителя, а уже заложен этот процент. И он снимается на повышение квалификации учителей. То есть вот у каждого учителя уже аккумулируется 1% от его зарплаты, который директор в свое время, значит, считает, что вот этому учителю пора повышать квалификацию, и он направляет эти средства у каждого, то есть у учителя есть свои персональные средства, заложенные для него. Они должны доказать это качеством обучения. Если их ученики набирают большее количество баллов на экзаменах. Вот это считается у них зачетной системой того, что они хорошо подготовились. И когда мы были в другой частной организации, повышающей квалификацию учителей, там мы увидели ответ снизу. То есть учащиеся этого класса, учителя, который вот прошел повышение квалификации, должны были дать отзыв об учителе, как он им преподает. Вот такая вот связь, она действительно доказывает, что насколько учитель компетентен в своей профессии, да, как он прошел курсы квалификации, понравилось им это или нет. Ну, в общем, там есть очень масса таких положительных моментов, которые мы можем как бы перенять, да, вот. Но самое, за что сейчас они борются, это за открытые образовательные ресурсы. То есть у них та же система, что и у нас. Не все авторы хотят отдавать свои учебники для размещения на сайте. Вот на сегодняшний день у нас в министерстве уже больше 20 учебников размещены на сайте. Да, электронные учебники. У нас сайт называется LibKG. Это, значит, на базе Национальной библиотеки. Там, значит, авторефераты, учебники для вузов и учебники для школы. Вот. И уже больше 20 учебников у нас размещены в PDF-формате, который можно копировать, можно выделять там информацию, скачивать. То есть можно пользоваться родителям, не покупая учебник. Можно просто скачать и отдать ребенку. Да? Вот это возможности появились такие. Вот. И в Польше очень много открытых образовательных ресурсов. Они сейчас выступают за то, чтобы, вот мы тоже, когда говорили, что наш учебник можно скопировать буквально, да, и издать, он уже готов к изданию. Я говорю, ну это же будет пиратство. Мне объяснили, что в Польше, что нет, это не пиратство, потому что государство уже выплатило гонорар, оно выкупило имущественные права, автору заплатило, да, типографию свою за печать первую получили. И сейчас это свободная, открытая лицензия. Пожалуйста, она для общества. Если кто-то даже и напечатает, то в переходе или там где-то на рынке они будут дешевле в связи с тем, что конкурс, конкурентная способность этого учебника достаточно высокая. Его можно и любому, если он доступен любому человеку, то уже и цена на него будет не такая высокая. Согласитесь, да? Вот. Ну вот про Польшу мне еще хотелось бы сказать, да, что вот у них до 12 лет вот школа, значит, основная, да? Вот они сдают здесь
экзамен, он формальный практически, и переходят в гимназию. Вот 13 до 15 лет, трехлетний период, они обучаются тем предметам, которые дополнительно хотят изучать. Да? А уже после гимназии у них идет добавление к экзаменам, кроме 3 экзаменов, которые они сдают обязательные, это польский, иностранный и математика, здесь еще дополнительно еще другие предметы, по профилю которых они дальше хотят учиться. Вот. И, значит, дальше вот после нашей, вот, если аналогию с нашими проводить, это 9, 10, 11, у них это вот с 16 лет начинается период. Это выбор детей. Они идут или дальше учиться, или выбирают профильное обучение, лицей. Это техникумы, это училища, колледжи наши и другие специальности. Это синее, да? Да, вот это синее. А уже дальше идет это те, кто вот остаются, они идут для поступления в высшую школу. Вот. Это уже те, кто... Причем, вот, знаете, такие данные, вот я вам сейчас скажу. Значит, 6 миллионов 382 тысячи 142 ученика, это у них, значит, на 2013-2014 год, вот на этот период, да? А в вузах учатся 1 550 000. То есть, видите, только небольшая часть идет, 6-я часть детей идет в вузы, а остальная часть выбирает другие специальности, не обязательно высшее образование, да? Вот, значит, в Польше 1 268 000, нет, так, это предшкола, до школы охвачено. У них, значит, на 80% детей дошкольного возраста охвачены дошкольным образованием. Значит, у них садиков 1 268 296, а школьного 6 382 142 ученика. Но у них 34 177 школ, 34 000. Ну, у них, да, но у них население 40 миллионов, да, около 40 миллионов. Поэтому, конечно, вот. И поэтому... Когда они такими масштабами смогли реформировать свое образование, я думаю, у нас мы вполне можем небольшой. Да, у них Евразийский банк, Евросоюз, то есть их постоянно, ну не постоянно, но тоже какую-то часть помогает им. Вот. Основные доноры из государства. Основные доноры государства. Государственное, все государственное. А сколько бюджета иностранных составляет на образование, не знаете? Вот это я не могу сказать. Это надо вот более подробно, да, потому что у меня проблема была в открытых образовательных ресурсах, а это я уже по ходу вот немножечко, чтобы нам было интересно, вот изучила проблему. Значит, у них с каких лет учатся в школу идут? В школу идут с 6 лет. Вот после 6 у них начинается обучение, с 7 фактически. Вот, у них 7 лет, да, 7 лет начальное образование. А вот насколько там, допустим, между родительским сообществом и Министерством образования, насколько, так сказать, насколько общество довольно результатами работы Министерства образования? У них Министерство образования, оно только как бы курирует образование, потому что в основном у них идет диалог с директором школы. Потому что директор школы определяет именно программу, по которой дети будут обучаться. Да? Учитель занимается тем, что каждую неделю он пишет на каждого ученика характеристику родителям домой. Что вот эту тему он усвоил хорошо, там это надо, на это следует обратить внимание, на какие-то поведенческие его там изменения. Да? Вот такие вещи пишет учитель. И вообще у них принцип «учитель, отойди от доски». Вот это вот у них прозвучало. Да? То есть они повернулись лицом к детям, не в том плане, как вот наши, а у них больше индивидуальная работа. Детям дают задания, дети в основном работают дома, у них очень УМК хорошо развито, там такие рабочие тетради очень сильные, вот даже вы можете увидеть, да, что детям интересно учиться. То есть у них нет вот такого оценочного, балочного, когда ребенок не выучил предмет, и он идет и боится, что он получит двойку. Там самое главное
не сегодня не усвоил урок, он завтра это усвоит. Процесс. Но, да, процесс. Самое главное, что ребенок идет в школу с желанием, что ему там интересно, там созданы такие условия, что у ребенка есть желание самостоятельно изучать предмет. И когда ребенок, изучив предмет, он хочет поделиться. Учитель дает возможность объяснить тему ребенку и где-то подкорректировать. Чтобы всем, когда дети объясняют детям, это оно более доступнее и более усваивается, более ценностно. Поэтому вот моменты такие вот, ну, нам еще, может быть, до этого немножечко далековато, да, нам надо перестраиваться, но у нас все впереди, я считаю, да. У нас хотя бы есть возможность у учителей свои программы разрабатывать авторские, да, хотя бы вот начать надо с этого. Некоторые школы у нас уже начали этот процесс, но дальше там уже будет видно. Детей в классе? Да, я тоже задала этот вопрос. Значит, так же, как и у нас, до 30 детей. До 30 детей, и тем не менее они успеют. Урок не ограничен, у них как-то вот построен урок, как вот преподавателю захочется. Он может переходить с одного момента на другой. В общем, самое главное, нужно освоить программу. Нет, количество часов. Полдня, ну, как обычно, там 4-5 уроков, не больше. Но это если начальная школа, Да. если там уже идут деспециализированные. Деспециализированно мы туда далеко не заходили, не углублялись, потому что мы в школу не успели попасть. У нас была тематика немножечко другая. У нас были открытые образовательные ресурсы. Это мы уже по ходу, я там где-то что-то старалась узнать, и поэтому задавала вопросы. А вот 3 языка, да, они дают польский язык, Да. математику И иностранные, английский в основном. иностранный. Это вот Это база. Как Евросоюз. все, и больше не надо, как у нас. Тестирование, нет, тестирование у них вот первый началка, гимназия, вот эти. Но в гимназии добавляются еще 2-3 предмета, которые они профильные захотели изучать сами еще дополнительно. Это которые они в специальности. Нет, вот после 6 класса, вот в гимназии, вот начиная с 14 до 16 лет. Вот тут они еще добавляют 2-3 предмета, которые они захотели изучать дальше, на что они будут обучаться. В началке у них очень ценится обучение чтению с пониманием, да, вот то, что это основной предмет, который вот у них лежит. У них есть также и этика, и изучение природоведения, и там и художественные, там у них, вот посмотрите, какие у них там эти аппликации они делают, очень интересные. То есть учебный процесс охватывает такие же предметы, как и у нас, но сдают основные тестирования, вот они считают, что именно вот эти только главные. Евросоюз.